Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Гумерова Найля Жановна. Я кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка БГПУ. Сегодня я проведу для вас консультацию по английскому языку. В этом году вступительные испытания проводятся в дистанционном формате с применением дистанционных технологий. О процедуре экзамена несколько слов. На выполнение экзаменационной работы по английскому языку дается 60 минут. Работа включает в себя 25 заданий. Это тесты разной типологии. Оцениваются все ответы по 100-бальной шкале, и балл выставляется только за полностью верно выполненное задание. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья имеют право на увеличение времени, но не более чем на 1,5 часа. В этом году, еще раз я повторяю, что тестирование проводится с использованием дистанционных технологий. Все требования к программному обеспечению и компьютерам изложены в программе вступительного испытания по английскому языку. Вы видите, где это можно посмотреть. Вся информация по экзаменам находится в личном кабинете абитуриента. У каждого абитуриента есть личный кабинет на сайте нашем. Там вы можете посмотреть списки подавших документы на поступление, расписание экзаменов и какие-то важные даты экзамена и так далее. Ссылки на программы вступительных испытаний есть для подготовки, есть на сайте. До экзамена к вам на почту приходит логин и пароль для входа в систему экзамена. Если что-то не пришло, если ничего не пришло, то нужно проверить папку «Спам». И обратите, пожалуйста, внимание, будьте внимательны. Логин и пароль от личного кабинета и логин и пароль на экзамен – это разные вещи. Вы должны перейти по ссылке и поменять временный пароль на свой. С этим логином и вашим паролем вы сдаете все назначенные вам экзамены. Логин и пароль выдаются только один раз на все экзамены. В личном кабинете вы можете увидеть расписание вступительных испытаний, где указана дата. Справа, пожалуйста, найдите кнопку «Сдать онлайн». В день экзамена вводите логин и пароль, который до этого пришел к вам на почту, и нажимаете кнопку «Начать тестирование». Как только вы нажали эту кнопку, начинается отсчет времени. Поэтому, пожалуйста, еще раз будьте внимательны и следите за временем. На сдачу экзамена дается только одна попытка. Доступ к экзамену открыт согласно расписанию. В этот период необходимо зайти в систему. После входа начнется отсчет времени. В нашем случае по английскому языку тестирование проводится в течение часа. Пересдачи, к сожалению, не предусмотрены. Теперь хотела бы обратить ваше внимание, что вы должны повторить в ходе подготовки к экзамену. Это 3 раздела. Первый раздел – это грамматика английского языка, морфология и синтаксис. Второй раздел – это лексика английского языка. И третий раздел – страноведение Великобритании и США. В грамматике английского языка особое внимание следует обратить на такую тему, как имя существительное, его число и падеж, артикль, который является слабым местом наших абитуриентов. Следующая тема – это местоимения, различные группы местоимений. Это личные местоимения, притяжательные, возвратные, указательные, вопросительные, неопределенные и падеж личных местоимений. В грамматике также нужно обратить внимание на тему имя прилагательное и, естественно, степени сравнения прилагательных. Также наречия, различные группы наречий.
времени, места, образа действия, меры и степени. И степени сравнения наречий, как строятся. И место наречий в предложении, особенно наречий частотности. Как это ни странно, тоже делаются ошибки. На количественные, порядковые, числительные тоже, пожалуйста, обратите внимание. Также на предлоге места, времени, направления или их отсутствие. В такой обширной, большой теме, как времена английского глагола, или точнее видовременные формы английского глагола, обратите внимание на такие формы, как the present simple tense, the past simple tense, конструкции used to plus infinitive и would plus infinitive, the future simple tense, the present continuous tense, the past continuous tense, the future continuous tense, the present perfect tense, the present perfect continuous, the past perfect continuous. Бывает задания тестовые на согласование времен. Здесь тоже бывает, что путаются абитуриенты. Настрадательный залог, повелительное наклонение, модальные глаголы, так называемые фразовые глаголы, неличные формы глагола, то есть инфинитив, герундий, причастие первое, причастие второе, и такая тема, как сложное дополнение, complex object. Также в синтаксисе английского языка обратите внимание на структуру простого, распространенного, нераспространенного предложения с простым и составным глагольным и именным сказуемым. И также безличные предложения, такие как it's cold, it's winter, it's warm и так далее. В разделе 2 «Лексика английского языка» от абитуриента требуется знание лексического минимума выпускника средней общеобразовательной организации, то есть школы, согласно нормативным документам. Здесь вы должны знать словообразование различных частей речи, допустим, суффикс «er» для образования существительных, teach, teacher, open, opener и так далее, meant, fulfillment, например, да? Суффиксы глагола или приставки глагольные, существительные, прилагательные, как образуются слова этих частей речи. Суффиксы числительных, порядковых и порядковых числительных, существительных, прилагательных, словосложения. Также вы должны знать, что новые слова появляются с помощью такого способа словообразования, так называемая конверсия. Допустим, work to work, water to water, то есть из существительного слово превратилось в глагол или наоборот. Ну и префиксы, приставки. Также вы должны знать значение союзов и союзных слов. Такие темы, не то чтобы темы, а в тестовых заданиях встречается проверка вот таких знаний. В разделе 3 «Страноведение Великобритании и США», пожалуйста, обратите внимание на такие темы, как достопримечательности, образование, и часто встречаются вопросы по истории Великобритании и США. Например, когда объединились шотландская и английская короны. Да? Рекомендую использовать в подготовке к вступительным испытаниям по английскому языку ваши обычные учебники, тем, что вы пользовались в школе. Это учебники за 10, 11 классы или вообще учебно-методические комплексы, то есть не только книги для студентов, но и рабочие тетради, контрольные задания, тест-буклет, да, и все дополнительные материалы, которые относятся к комплексу Spotlight. Также можно широко использовать пособия и справочники и учебники для абитуриентов на следующих сайтах. Таких сайтов очень много, и если вы зададите в любом поисковике в интернете
поиск учебников, пособий и справочников для абитуриентов по английскому языку. Очень-очень много результатов вы получите. Всем этим можно пользоваться. Но вот достоверное то, что я написала, очень интересная подборка учебников, пособий и справочников для абитуриентов. Теперь давайте посмотрим примеры тестовых заданий, часто встречающихся во вступительных испытаниях по английскому языку. Обратите внимание, пожалуйста, на первое задание. It is getting late. I suggest we break off now. Понятно, что нам нужен союз, который бы показал причину, потому что в первой части предложения мы говорим о причине, по которой я предлагаю закончить сейчас. У вас два таких союза, в данном случае as и because. Но какая разница, вы можете сказать? Как раз таки as чаще всего ставится в начале предложения, а because во второй части предложения и показывает что-то, какую-то очень важную причину. В данном случае, естественно, если это начало предложения, нужно поставить as, то есть ответ B. Во втором примере. When young male drivers have their friends in the car, their driving becomes. И по смыслу нам здесь нужно поставить сравнительную степень прилагательного bad. Вы должны вспомнить, что прилагательный образует степень сравнения, если это короткое прилагательное, с помощью суффикса er. Но есть группа прилагательных, так называемых древних прилагательных, которые образуют степени сравнения несколько иначе. Их просто нужно запоминать. И вот одно из таких прилагательных – это bad. Сравнительная степень для него – это worse. У вас здесь ответ A. Правильный. В третьем примере. He'll be able to read the article if it into Russian. Из ответов уже можно понять смысл этого предложения. Он сможет прочитать статью, если она будет переведена на русский. Но это мы по-русски так говорим. В обеих частях предложения, используя будущее время. В английском языке вы знаете, что в придаточных условиях будущее время не используется. То есть нам нужно отбросить все ответы, в которых есть будущее время. Вы их убираете. Остается B, D и E. Поскольку статья не сама себя переводит, значит нам нужен глагол translate в страдательном залоге, так называемом пассиве. Как строится пассив? Да? Глагол to be плюс причастие прошедшего времени смыслового глагола translate. Глагол translate у нас правильный глагол, значит форма будет совпадать с past simple, translated. И глагол to be, поскольку мы сказали, что в придаточном условии мы не используем будущее время, значит глагол to be должен стоять в единственном числе, the article в единственном числе настоящего простого времени. Это будет форма is. Единственный вариант здесь be. Is translated. Единственный верный вариант. В четвертом. Parrot is the cleverest of all the birds. Вы видите, что в данном случае мы не говорим о каком-то конкретном попугае. Здесь артикль выполняет так называемую обобщающую функцию. Мы говорим обо всех птицах данного вида. Значит, такую функцию выполняет только определенный артикль. Его мы и выбираем. The parrot is the cleverest of all the birds. Давайте рассмотрим еще несколько примеров, чтобы показать разнообразие заданий в тестах. В пятом примере. The big breakfast made me drowsy and I let the book to the floor. В обеих частях предложения вы видите, что стоит так называемое сложное дополнение, такая конструкция, как сложное дополнение. Это complex subject. Вспоминаем, что после некоторых глаголов в английском языке инфинитив в сложном дополнении используется без частицы to. В данном случае после make и после let как раз таки этот случай.
когда инфинитив в комплекс object в сложном дополнении мы используем без частицы to. Находим инфинитив без частицы to. Это у нас ответ A. Единственный правильный. The big breakfast made me feel drowsy and I let the book fall to the floor. Шестое задание связано со страноведением Великобритании. English and Scottish crowns were united at the beginning of the century. Это произошло, объединение английской и шотландской корон, так скажем, или королевств в нашем случае, в 1603 году. То есть это начало 17 века. Мы выбираем ответ B. 17th, at the beginning of the 17th century. Пожалуйста. В седьмом задании, посмотрите, пожалуйста. Daniel felt as if he. Основной глагол feel уже стоит past simple, показывает, что действие происходит в прошлом. Он почувствовал себя, как будто его отчитали, как будто его поругали. Дэниел, да? Глагол reprimand. Получается, он должен стоять в страдательном залоге, в пассиве. Это должен быть глагол to be перед ним, перед смысловым глаголом стоять. И поскольку он уже почувствовал в прошлом, а до этого как будто его отчитали, отругали, значит, глагол должен стоять во времени past perfect, passive. У нас единственный правильный ответ здесь D. Daniel felt as if he had been reprimanded. Мы выразили тем самым предшествование, что до этого произошло. И страдательный залог, потому что кто-то другой его отругал. В восьмом задании, посмотрите, в примере, очень часто происходит так называемая интерференция вашего родного языка, ну, в нашем случае русского языка, на английский язык. Мы говорим лекарство от и переводим дословно from, хотя в данном случае лекарство от какой-то болезни, от какого-то симптома, это предлог for. Его просто нужно запомнить. Have you got anything for my cough? У вас есть что-то от кашля? Напоследок я хотела вам показать, как весело живут студенты нашей кафедры. Это фотография студентов первого курса после защиты ими творческих проектов на учебной практике. Было очень приятно смотреть видеофильмы, которые они сделали. В день консультации свои вопросы вы можете направлять на следующую почту: gift21@rambler.ru. Спасибо за внимание. На этом наша консультация закончилась. До свидания.